Приветствую, уважаемые друзья! Сегодня я хотел предоставить отчет за прошедшую неделю. Дело в том, что у нас парламент объявил прошедшую неделю работу как работу с избирателями, и мои коллеги разъехались по региону. В том числе я тоже принял участие в ряде встреч, но вообще встреч очень было много. Я встречался и здесь, в кабинете у себя в парламенте, много граждан приходило по различным причем вопросам. Дважды провел встречи в Чуйской области, сперва в Московском районе. Там жители Московского района поднимали в основном вопросы местного значения, такие как водоснабжение, ремонт школ, ремонт автодорог и так далее. Какие-то мы, конечно, возможно, решим их проблемы, но однозначно все решить не получится, потому что это все равно вопросы эти находятся в компетенции органов местного самоуправления. И, естественно, самый главный вопрос был вопрос вхождения в таможенный союз. Многих интересовало, что будет с нами, будут ли подниматься заработные платы, пенсии, пособия. И куда бы я действительно не пошел, встречался, с кем бы я ни встречался, с учителями, врачами, пенсионерами, фермерами, все говорят, что будет. Этот вопрос задают потому, что нет реальной полной информации. Правительство, к сожалению, не дает нам эту информацию. И уже основываясь на этом, я отправил президенту, спикеру, премьер-министру открытое письмо, вы наверняка и это письмо читали, о том, чтобы нам, всем гражданам, дали полную информацию. Почему я говорю нам? Потому что этой информации нет и у меня на сегодняшний день. Буквально 20 мая у нас будут открыты парламентские слушания по таможенному союзу, и я надеюсь, мы получим ответы на вопросы. Далее, в Чуйской области, в Сокулукского района, я и мои коллеги по фракции Коджубек Рыспаев и Нурджан Бадыкеев, мы провели встречи с выпускниками Сокулукского района, выпускниками школ Сокулукского района. Естественно, школьники интересовали вопросы трудоустройства, их интересовало, будут ли реформы в системе образования. Много говорили о том, как сейчас проходит ОРТ, насколько оно положительно, насколько оно отрицательно. Их интересовал вопрос будущего. Это понятно, выпускников школ их интересует будущее, что будет с ними, какую профессию выбирать. Мы поговорили, я думаю, что дискуссия получилась очень хорошая и плодотворная. Помимо этого, я побывал в детском благотворительном фонде «Светлый путь». Мы там среди детей объявляли конкурс рисунков. Дети рисовали то, как они представляют себе будущее. И у нас было 3 победителя. Мы вручили 3 победителям их призы, а другим детям всякие разные фрукты. Также, помимо этого, велась работа по законопроектам. Мы до сих пор продолжаем обобщать информацию по национальным паркам. Информация очень разнородная, объемная, и эта работа, кажется, она будет еще такой длительной. Я думаю, мы к осени уже со всеми этими делами разберемся, может быть, к середине лета, и вынесем на общественное обсуждение по национализации нескольких парков. Я думаю, всех, наверное, не получится. Национализация земельных участков под парками, которые ранее перешли в частную собственность. Собственно, все то, чем я занимался. Кстати, забыл, извиняюсь, еще одну встречу упомянуть, очень важную. Мы встречались с учебно-производственным предприятием Кыргызского общества слепых и глухих. У этого учебного производственного предприятия есть хоровой кружок, туда приходит очень много незрячих, слабовидящих людей, они увлекаются музыкой, и они к нам обратились с тем, чтобы мы попробовали или постарались им обновить оборудование. И наш спикер Турагаджу Гуркукинеша Асылбек Шарипович, он выделил средства, и около 145 тысяч сомов мы приобрели оборудование и вручили им
вот как раз на встрече. Они нам уже на этом же оборудовании продемонстрировали, как оно работает, спели некоторые песни, провели концерты, было очень весело на самом деле. И я надеюсь, это оборудование послужит им долго. Мы должны заниматься все равно культурными, массовыми мероприятиями, досугом. А это очень хороший досуг для инвалидов по зрению. Спасибо большое за внимание, за заслушанный отчет. До новых встреч!